Сегодня мы поговорим о человеке, чья жизнь, казалось бы, была предопределена, но история распорядилась иначе. Это рассказ о пути из маленькой башкирской деревни в самые центры власти рушащейся империи, о борьбе за будущее целого народа. Вот, послушайте его собственные слова. Разводить скот, сеять хлеб, жить жизнью обычного крестьянина. Казалось бы, все просто и понятно. Но у истории, как это часто бывает, были на него совершенно другие планы. И эти планы изменили не только его собственную жизнь, но и судьбу целого народа. Итак, все началось в небольшом башкирском ауле у самых склонов Уральских гор. Представьте себе, это место было очень далеко от тех центров силы и власти, которым ему однажды предстояло бросить вызов. Но кем он был до того, как стал революционером? Прежде всего, он был ученым, и вот эта его жажда знаний и страсть к истории, именно она и зажгла тот самый огонь, который позже охватил степи. Его образование, по сути, разрывало его между двумя совершенно разными мирами. С одной стороны, это древние, очень строгие медресе Бухары, где все было построено на догмах и старых текстах, а с другой — современные, реформистские школы Казани, где витали новые идеи, говорили о науке, об истории, понимаете, да? Прошлое, которое определяет все, против идеи, что это прошлое можно и нужно изучать, чтобы построить новое будущее. И вот, движимый этой страстью к истории своего народа, он пишет свой первый большой труд — «Историю тюрков». Но это была не просто какая-то академическая работа, знаете, для пыльных архивов. Нет, это была, по сути, попытка выковать новую современную идентичность для всех тюркских народов, дать им основу, на которой можно было бы строить будущее. А потом наступил 1917 год, и мир, каким его знали, просто взорвался. Для Валиди это означало конец тихой кабинетной жизни. Его буквально вырвало из библиотек и бросило в самый эпицентр хаоса, в русскую революцию. И это изменило абсолютно все. Он оказался в самом центре событий. Февральская революция, свержение царя, он в Петрограде, он видит все своими глазами. Аресты генералов, борьба Временного правительства за власть, а потом Октябрьский переворот большевиков. И вот уже начинается гражданская война. Он смотрел на весь этот хаос и надеялся, что, может быть, именно он откроет путь к свободе для его народа. История творилась буквально на улицах, на его глазах. И вот представьте себе этот политический ландшафт. Это же был просто кипящий котел. Временное правительство, белые, эсеры, большевики и плюс к этому куча разных национальных движений, у каждого свои цели. Разобраться в этом было практически невозможно. Союзы заключались и распадались за один день. Не было никаких надежных союзников. Любой неверный шаг, любое неверное решение могло стать последним. Но именно в этой анархии, в этом хаосе, Валиди и его соратники увидели окно возможностей. Шанс не просто как-то выжить, пересидеть бурю, а построить что-то совершенно новое. Свое собственное, независимое государство. И вот наступает ключевая дата — 15 ноября 1917 года. В этот день Башкирский Центральный Совет провозглашает территориальную автономию. Создается национальное правительство, и Валиди становится в нем министром войны и внутренних дел. Мечта, которая еще вчера казалась невозможной, начала обретать вполне реальные черты. Но провозгласить государство — это одно, а вот построить его с нуля в условиях гражданской войны — это совсем другое. С чего начать? Ну, во-первых, нужна армия. И они начинают формировать национальные части из добровольцев. Во-вторых, нужны союзники. Они заключают временный союз с оренбургскими казаками против красных. Но все висит на волоске. Вскоре Валиди арестовывают большевики в Оренбурге. Казалось бы, все кончено, но нет, его сторонники организуют дерзкий побег. Буквально каждый шаг в этой борьбе был огромным риском. И вот тут Валиди, оказавшись, по сути, между молотом и наковальней, принимает невероятно трудное и судьбоносное решение. Он решает начать переговоры с большевиками. Да-да, с теми самыми людьми, которые совсем недавно держали его в тюрьме. Что это было? Союз по расчету или, может быть, сделка с дьяволом? Выбор стоял очень жесткий. Либо тебя уничтожают белые, которые вообще не признавали никаких автономий, либо тебя поглощают красные. Он едет в Москву. И там встречается лицом к лицу с Иосифом Сталиным. Сам Валиди позже вспоминал, как Сталин встретил его с комплиментами, характерными для грузин.
Понятно, что это была игра. Атмосфера была крайне напряженной, а ставки в этой игре были высоки как никогда. Но, конечно, за всеми этими комплиментами скрывалась очень суровая реальность. Сталин сразу же отверг ключевые требования башкир, те самые требования, которые касались настоящего, подлинного самоуправления. И в этот момент стало абсолютно ясно. Обещание автономии — это одно, а реальность жесткого централизованного контроля — совсем другое. Борьба только начиналась. Да, соглашение с Советами было подписано, но это был не конец борьбы. Наоборот, это было начало новой, куда более сложной и запутанной главы. Этот союз оказался очень хрупким, почти фиктивным. На местах командиры Красной Армии относились к башкирским частям просто как к врагам. Доходило до того, что один из башкирских командиров, Муса Муртазин, из-за этой враждебности был просто вынужден снова перейти на сторону белых. Красная Армия грабила башкирские земли, забирала еду, скот, и это беззаконие было настолько вопиющим, что Валиди в итоге лично поехал в Кремль и доставил Ленину целый список всех этих злодеяний. И вот так мечта о настоящем независимом Башкортостане, которая родилась в огне революции, столкнулась с холодной, суровой реальностью советской власти. В конечном итоге это была битва, которую они просто не могли выиграть. Силы были слишком неравны. Так как же история целого народа может пережить падение империй, проигранные войны, несбывшиеся мечты? Государство, за которое они боролись, было потеряно. Но сам путь Заки Валиди Тогана, от простого крестьянского парня до ученого и лидера нации, стал гарантией того, что память об этой борьбе за свободу не умрет. Его жизнь, его труды сохранили эту историю для потомков.